Здравствуйте! У школьников каникулы, у учителей отпуска, а в школьных зданиях вовсю идет ремонт. В 35 школах Якутска за лето должны успеть сделать капитальный ремонт. Именно по этой причине я не удивился, когда застал и смог договориться с начальником управления городского управления образования Евдокией Евсиковой о встрече в машине. Она переезжала с одного объекта на другой. Но вначале все-таки об итогах минувшего учебного года. У нас 110 медалистов, из них 40 золотых и 70 серебряных. Ну, я думаю, что, в принципе, если сравнивать с прошлыми годами, то у нас динамика сохраняется положительная. Каждый год у нас увеличение идет на 2, 3, 5 медалистов за последние годы. Я думаю, что количество медалистов вряд ли можно считать основным каким-то показателем, потому что... Хотя это приятный очень показатель, и когда была встреча президента нашей республики Вячеслава Анатольевича Штырова с золотыми медалистами, было, конечно, очень приятно слышать, когда 40 раз прозвучал город Якутск. Это действительно было очень хорошо. Ну, каждый год немножко по-разному. В прошлом году у нас очень много медалистов золотых было в 33-й школе, их было 7 человек. В этом году у нас 4 медалистов в физико-техническом лицее. Но больше всего медалистов, конечно, дает авторская школа. Это стабильно на протяжении многих лет. В этом году 9 медалистов золотых в авторской школе. И сейчас идет процесс передачи авторской школы в муниципальное ведомство. То есть она будет муниципальное учреждение образования. И количество медалистов уже мы в этом году считаем вместе с авторской школой. Вот. Ну, например, такие школы, как Якутский городской лицей, городская гимназия, они дают не очень большое количество золотых медалистов, но это, конечно, медалисты, наверное, скажем так, высшей пробы, потому что качество знаний, которое дает тот же городской лицей, оно, конечно, очень высокое. Сегодня Евдокия Евсикова успела осмотреть 2 своих объекта. Сегодня мы посетили 12-ю школу, это школа «Новостройка», и мы планируем, это в селе Пригородно, и мы планируем 1 сентября уже принять новое здание, каменное здание. Оно, конечно, очень отличается и стоит так особняком на фоне всего села. Это будет, наверное, самое действительно красивое здание, не только, может быть, в селе Пригородном. Я уже несколько раз в этой новой школе, мне там очень нравится, какая-то очень хорошая вообще аура, очень приятно находиться в этой школе. Мне кажется, тем ребятишкам села Пригородное, которые будут учиться в ней, которые окончат потом эту школу, будет, конечно, просто повезло. Ну, как говорится, нет худа без добра, сгорела. Да, старая школа сгорела. Это было 3 года назад. Уже 3 года назад. Уже прошло 3 года. И ребятишки занимались в одном здании в клубе, в администрации. То есть это было настолько, конечно, совершенно не приспособленное здание к тому, чтобы там обучались дети. У нас постоянно были проблемы с Роспотребнадзором, с Госпожнадзором, потому что оно совершенно никак не годилось для того, чтобы там они учились. Это, кстати, не единственная школа, которая в новом здании встретит новый учебный год. Но мы надеемся встретить новый учебный год в новом здании Якутской городской национальной гимназии. Соответственно, Саха-гимназия с углубленным изучением немецкого и английского языка переедет в здание на Орджоникидзе после городской национальной гимназии, да. И мы очень надеемся, что все-таки в 2006 году будет сдана и гимназия номер 8. Пока сейчас речь идет не о 1 сентября, немножечко откладывается ввод этого здания, но во всяком случае очень надеюсь, что в 2006 году это здание будет введено в строй. Крыши 31-й школы, а еще 26-й в центре внимания в эти дни. У обеих школ они с мягкой кровлей. Весной при таянии снега и летом сильные дожди, как, например, сегодня в обед, вода просачивается почти что до 1-го этажа. И потому решено закрыть хотя бы частично крыши 2 этих школ обычным чердачным перекрытием. Настроение начальника ГУНО на крыше 31-й школы хорошее. Не только потому, что до обеда была солнечная теплая погода, а еще и потому, что подрядчик здесь работает проверенный, надежный. Но так бывает не всегда и не везде. Вы знаете, прошлый год у нас был очень сложный капитальный ремонт, у нас было очень много проблем с подрядными организациями, очень тяжело шел ремонт, вплоть до того, что мы привлекали разные инстанции для того, чтобы воздействовать на подрядчиков наших. Но сейчас еще только начало ремонта, пока еще, наверное, все-таки больше, скажем, с плюсом, потому что сейчас ремонтные работы еще только начинаются, и где-то уже разгар, где, скажем, поработали немножко
Ну, давайте заедем, наверное, в 31-ю. В школе у нас очень серьезный ремонт как раз идет. Сейчас мы как раз едем в 31-ю школу, да. Вот. Ну, наверное, все-таки больше как бы плюсовое пока еще идет, пока еще мы как бы не разочаровались, да, и в наших подрядчиках, и вот в том, как вообще обстоят, скажем, дела. Побелка, покраска отнюдь не единственные заботы начальника городского управления образования и администрации городских школ. Вот, например, в той же 31-й школе недавно появилась должность заместителя директора школы. Я впервые об этом услышал, по безопасности. Вот в такие вот мы времена с вами живем. И в частности, в 31-й школе в связи с этим будет установлена система видеонаблюдения, а во всех городских школах появится прямая связь с милицией на всякий пожарный случай. Кстати, о пожарных случаях. Противопожарная служба тоже не бездействует. Выдвигает все новые и новые достаточно жесткие требования. Ну вот, к примеру, запрещено теперь пользоваться масляными красками. В начале 21 века выяснилось, что при горении эта краска выделяет ядовитые вещества, и поэтому ее приказано заменить. Опять-таки очередная проблема. Проблем более чем достаточно. И, в общем-то, наверное, даже со стороны, вот так вот глядя, простое их перечисление пока говорит о том, что мало их не покажется. Но и тем не менее в мэрии уверены, что к 1 сентября все городские школы большинство из этих проблем благополучно разрешат. До свидания.